В минувшие выходные в Мирном с рабочей поездкой побывала делегация правительства республики во главе с заместителем председателя правительства Павлом Маринычевым. Цель визита – посещение площадок ТАСС Юрякского и Чаендинского нефтегазовых месторождений. Однако, прибыв в алмазную столицу, руководители первым делом приняли участие в экологической акции. Подробности далее. «Газпром» получил Чаендинское нефтегазоконденсатное месторождение в рамках государственного проекта «Силы Сибири», согласно которому из западной части Ленского района должен быть построен газопровод на Дальний Восток России, а также в Китай. Наши встречи становятся уже на месторождении, конкретно на участках производства работ уже традиционными. Мы выезжаем в этот раз, уже второй раз посещаем наши объекты. В прошлом году представители Бутовинского наследия были у нас на объекте, поэтому дальнейшее, так скажем, сотрудничество будем продолжать. Гости посетили основные скважины, на которых предполагается интенсивное бурение. Причем добывать здесь будут не только газ, но и нефть, гелий, а также другие попутные углеводороды. Финансовые вложения предполагаются колоссальные, но и отдачу ожидают не меньшую. Конкретных проектов нет, потому что и «Газпром» начинает свою деятельность, это разведочные работы, то есть они обустраивают скважины. А когда уже будет и действительно у компании прибыль реальная, у компании «Газпром» большой, тогда можно вести речь о каких-то реальных больших проектах. Пока мы нарабатываем механизмы взаимодействия. Наверное, всех жителей Западной Якутии волнует вопрос строительства круглогодичной федеральной трассы Вилюй, которая, наконец, должна связать Алмазный край с Иркутской областью. Что касается сроков строительства круглогодичной автодороги, то они четко на сегодня не определены. И, конечно, будут зависеть прежде всего от объема финансирования, который будет предусматриваться на это строительство. К примеру, «Газпром» только за 1,5 года построил на Чаенде полноценную трассу, которая проходит с севера на юг через все месторождение на расстоянии около 100 километров. В принципе, все это могло бы стать частью будущей федеральной трассы, но, по всей видимости, это дело не ближайшей перспективы.